Здравствуй, странник миров. Я сегодня расскажу тебе, как я познакомилась с господином Вельзевуль. Это произошло 31 числа 3-го месяца в 3:13. Он зашел в комнату, когда я уже была за ширмой в углу, спрятанной собою у окна. Было темно, и зашла женщина. На тот момент думала я. А оказался он сам, наш многоуважаемый лорд, покоритель времени и носитель пространства, сам Вельзевуль. Звали его в народности так. Я вскрикнула от страха. Встрепенулось мое сердце при виде его. Впервые я видела таких чудес. Он переливался сжатыми лучами радуги. Его красота и мощь была в том, что все пространство было сжато в нем, в одном существе, который держал все в себе. Красив был он на самом деле. Не верьте тем, кто писал о нем плохо. Благородство выливалось из него, а любовь его была чиста, как роса утренняя. Та любовь, настоящая, никем не понятая, но изумрудно чистая. Невозможно было не влюбиться в него, поддаться в его объятия, дабы почувствовать вкус настоящей любви. Не плотско-человеческой, а возвышенной любви. Он ангел своих миров, который держит мир материальный. Без него рухнуло бы пространство сие, без ведома нашего. Как же мы знаем всех жителей пространства совсем другими, подумала я, слушая его рассказ у окна. Страх делает человека жестоким и строгим к осуждениям. Не чувствует он настоящей любви, особенно если не покорен собой изнутри. Владыка времени, король пространства, сидел напротив меня и позировал,
пока я рисовала его. Он не вошел бы ни в какую бумагу таким, как он есть. Не передать его бытию ни чертежами, ни красками в одночасье. Настолько он богат извилистыми путями и легкостью ветра в нем. Справедлив был он и утончен. Душу мою на руках носил, случайно дабы не затоптать, как мы его. Устал он быть плохим и грешным за все. Устал он от человека сущего, который не знал, что такое любовь настоящая от Создателя своего. Он знает вкус любви неграненной, цвет любви неискушенной. Он ловит лучи любви первым от Создателя и обматывает вокруг него. Держит пространство и передает сущностям материи постепенно, чтобы луч не разорвал мощью тяжести океана своего. Познала я в нем благородство бытия, как и должно быть, подумала я. Не верила я этим сказкам про него, думала я, смотря в него, в его маленькую часть, которая была передо мной. Настолько огромный и глубок был он. Вот она, настоящая любовь, существует. Восторжествовало мое сердце, давно не видавшее в людях и частички ее. Нету ее в людях ни любви, ни благородства. Она только в ангелах тьмы и света, вместе взятые под лучами любви Создателя. Думала я во время рисования силуэт его. Была благодарна бесконечно своему покровителю, ибо открыл он мне глаза к сущности бытия человека, который считал себя центром миров, всех и вся вместе взятых. Устала я, подумала тогда, прощаясь с держателем времени и пространства. Люблю тебя, мой лорд, произнесли мои губы, засыпая глубоким детским сном, зная, что это он охраняет меня в пространстве от нечистоты собственных снов. Так и уснула я. А как все началось, если спросите вы? Я расскажу постепенно. Сидела я у себя, как обычно, одна. Вдруг подошли два гнома, мои прежние друзья. Подарили плащ, черный, как смола.
Но как не принять от друзей такого подарка? Оказался он непростым. «Плащ-невидимка», прошептали они. Накинула его сразу после их ухода. Нашла себя в комнате, в большой усадьбе или в одной темной комнате замка, можно сказать. Рядом в комнате джентльмены сидели и обсуждали что-то для меня непонятное. Вдруг зашел один. Он знал, что я уже здесь. Это была комната, полная моих картин с именем на табличках. Было странно видеть свою нынешнюю работу в будущем в музее с именем на табличках и с картинами, покрытыми пылью. Это удивило меня. Зашел потом второй. И начали мы беседу обо всем, что было потом мною потеряно. Один из них вышел через окно, крутил велосипед из воздуха и уплыл куда-то далеко. Другой ушел по-английски, не попрощавшись, как ночь из-под стекла. Осталась я одна. Пока не услышала шаги в коридоре. Которые шли ко мне постепенно, уверенно и крепко. Так и началось мое знакомство с господином Вельзевуль. Для меня он был и стал дядя время, the timekeeper, который пришел в 2:55 и позировал в 3:13. 31 числа 3-го месяца этого года.